Слышен небольшой хлопок, потом в небо поднялся столб дыма, а дальше по городу пошла взрывная волна. Мощный взрыв был виден из любой точки Бейрута, и все его очевидцы описывают свои ощущения одними и теми же словами. Это шок. В это невозможно было поверить. По оценке экспертов, то, что произошло в порту столицы Ливана, по мощности равно взрыву 1800 тонн тротила. Чтобы понять эту цифру, нужно знать еще несколько. Разрушения зафиксированы на расстоянии 10 километров от эпицентра. А слышали взрыв и за 200 километров от него. Мы почувствовали очень сильный толчок. Маршрутку отбросило на несколько метров. Сверху на проезжую часть посыпались куски бетона и металлическая арматура. Все пассажиры получили ранения. К нам тут же подоспели сотрудники скорой помощи и Красного Креста. Пострадавших было очень много. Бейрут объявлен территорией бедствия. В городе повреждена как минимум половина зданий. Порт, где прогремел взрыв, разрушен полностью. В пострадавшие кварталы введена армия. Произошедшее было похоже на события в Японии, на Хиросиму и Нагасаки. Вот что мне это напомнило. В своей жизни я не видел разрушений такого масштаба. Это национальная катастрофа. Мы не знаем, как будем жить дальше. Мы едва можем держаться на ногах после такого разрушительного удара. Он слишком силен для нас, для нашего народа. Данные о жертвах и пострадавших меняются постоянно. Ясно одно – их очень много. Больницы города не справляются. Они переполнены. Я не хочу называть конкретные цифры, но мы сейчас работаем на пределе своих возможностей. Есть и погибшие, и раненые, и операционные тоже забиты ранеными. Некоторым пострадавшим оказывают помощь сами жители ливанской столицы. Тем, кто остался без жилья, предлагают ночлег. Корреспондент РИА Новости в Бейруте Михаил Алаидин рассказывает, как живет город в чрезвычайной ситуации. Со вчерашней ночи не прекращается разбор завалов в кварталах Бейрута, которые расположены вблизи морской гавани, где вчера произошел мощный взрыв. Практически полностью уничтожены склады. Минздрав сообщает, что сильно пострадали склады и с лекарствами. Разрушен элеватор с пшеницей, который является одним из самых больших в стране. Больницы в Бейруте и его пригороде переполнены. Раненых пытаются отправлять в другие города, как Тир, Триполи и Сайда. Продолжают работать практически все больницы, как частные, так и государственные. Пожар в районе порта практически локализован. Идет небольшой дым с эпицентра, но в целом ситуация под контролем. Причины трагедии не установлены до сих пор. Изначально сообщалось, что взорвалась пиротехника, но эту версию практически сразу же опровергли. Были предположения о возможной военной атаке на город. Сейчас же говорят о халатности. Власти заявляют, что все могло произойти из-за ненадлежащего хранения в порту аммиачной селитры. А хранилось ее там 2 с лишним тысячи тонн. Партию опасного вещества изъяли с одного из сухогрузов еще 6 лет назад. То, что произошло, не останется безнаказанным. Виновные сполна заплатят за эту катастрофу. Это обещание для всех пострадавших и раненых. Это национальное обязательство. Будут преданы гласности все факты относительно этого опасного хранилища, которое существует с 2014 года. На месте трагедии сейчас продолжают работать спасатели. Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести. О том, пострадал ли кто-то из россиян, неизвестно, но российское посольство уточняет информацию. Здание дипмиссии тоже задело взрывной волной. Выбито несколько дверей и стекол. Андрей Гордеев, Александр Каневич и Ирина Чернышова. НТВ.